Но мы знаем, да, с какой неприятностью мы на сегодняшний день столкнулись. То, что все СМИ, все соцсети завалены статьями о том, что российские туристы попали в руки мошенников в Абхазии, что как бы портит, подрывает наш имидж нашей страны в отношении туризма именно, так как туристы покупали путевки в такие пансионаты, как Сосновая роща, ПСОУ, и путевки оплачивали в 100% размере, после чего турфирма, сайт, который продавал эти путевки, был заблокирован, то есть люди не могли найти контакты, не выходили на связь с этими людьми. То есть на сегодняшний день мы точное количество пострадавших не знаем. Сами же наша страна является пострадавшей стороной. Банковские счета все были, налоговые данные зарегистрированы или на территории Российской Федерации. Наша фирма, со стороны нашей фирмы мы решили предпринять какой-то шаг на данную ситуацию, среагировать и предложили, разместили по соцсетям, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, на сайтах, везде написали, что наша компания готова принять несколько семей, то есть это мы не говорили, что мы всех сможем разместить, так как есть знакомые у нас коллеги, которые имеют объекты размещения, мы готовы с ними обсудили, готовы были бы принять несколько семей, которые пострадали от рук мошенников. Мы на сегодняшний день предложили бесплатно расселить этих людей, то есть мы готовы этих людей встретить, которых мы расселять будем, привести в частный сектор, в гостевой дом, кто согласится, с кем мы договаривались, разместить этих людей, чтобы они проживали бесплатно. У нас лично написали 10 человек на сегодняшний день, кто отреагировал на нас, то есть их может еще больше, естественно. Но конечно, мы будем стараться тех, кто к нам обратился, разместить, но мы понимаем, что этим же также могут воспользоваться мошенники, также, то есть прислать поддельные ваучера, представиться пострадавшими. Естественно, для этого мы требуем с каждого соответствующий документ, счет оплаты, заявление в милицию, в полицию, которую они писали, то есть чтобы они в обязательном порядке это все нам предоставили. И потом уже мы можем их разместить. Я думаю, что реагировать надо уже сегодня, так как сезон у нас впереди весь. Естественно, такая антиреклама нам не нужна. То есть мы должны среагировать, разместить по возможности побольшее количество людей. Это сказывается на имидже нашей страны. Мы знаем, что мы гостеприимный народ, что мы в беде человека не оставим. Каждый житель должен посодействовать решению данной проблемы, потому что это полностью скажется не только на нашей фирме или на тех, кто с туризмом связан. Это в общем на нашей стране будет сказываться плохая информация, что мы понимаем, что статьи, заголовки, они немножко не обвиняют нас, но в то же время под сомнение ставят. Пусть к нам приезжают люди, мы все здесь рады принять, готовы принять, мы будем сделаем их путешествие в нашей стране незабываемым. Хочу позвать каждого туриста, каждого человека, проживающего на территории не только Российской Федерации, но и за пределами в других странах. Мы видим, что на сегодняшний день растет число иностранцев, которые приезжают. Дай Бог, чтобы еще их все больше и больше становилось. Здесь хорошо, приезжайте все к нам, мы будем рады вас встретить, разместить и повезти на экскурсию.